Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Предваряя нашу тему и говоря о войне 12 года, мы должны обозначить некоторые подходы, темы, без которых понимание войны 12 года и участие в ней татар невозможно. Прежде всего, это особенности военной службы татар. А для этого нам нужно погрузиться, понять сословную структуру татар, потому что особенности воинской службы зависели от того, к какому сословию человек принадлежал. В деле татар это особенно актуально, потому что если мы говорим о Казанской губернии, то здесь как бы все более-менее просто. До 18 века здесь было две основные категории татар. Это ясашные татары и служилые татары. И все было понятно, да? Обе эти категории все равно к концу 18 века они влились в понятие государственные крестьяне. А государственные крестьяне это, то есть все жители, получается, Казанской губернии, относящиеся к сословию государственных крестьян, то есть татары это и бывшие служилые татары, и бывшие ясашные татары, которые вошли в это сословие, они все подлежали рекрутской повинности. В 1722 году император Петр I распространяет рекрутскую повинность на татар, прежде всего сначала на ясашных, но потом уже и на бывших служилых. И они начинают подвергаться рекрутской повинности и служат в регулярной армии и во флоте. Собственно говоря, сам указ 1722 года, он и говорил о том, чтобы брать у татар малолетних, одну часть денщиками генералам, другую часть юнгами во флот. В общем, потом этот подход меняется, также начинают брать 18-20-летних, но первоначальный вот указ был такой. Дальше уже берут как и положено всех. Но указ был не только о татарах, там были и марийцы. Собственно говоря, вот это то, что касается Казанской губернии. Здесь как бы вопрос более-менее ясен и понятен. Но если мы перенесемся чуть восточнее, то перед нами раскрывается огромная палитра сословий. И вот эти сословия, они имели свои особенности. То есть, если мы говорим о сословиях типтярей, мещеряков, башкирцев, казаков, да, то есть у них у всех были свои особенности воинской службы, и они не подвергались рекрутским наборам. То есть они составляли иррегулярные войска, то есть войска, которые или несли пограничную службу, или полицейскую службу в городах, ну и во время войн, то есть они выставляли полки, которые собирали за свой счет и так далее. Или же, например, было такое сословие чемоданные татары, да? Слышали когда-нибудь такое? Никогда не слышали, да? Чемоданные татары – это татары, которых поместили по Новомосковскому тракту между Казанью и Оренбургом, и которые несли ямскую повинность. Если вы сейчас поедете в сторону Оренбурга из Татарстана, да, то в Бавлинском районе и далее вот по этой дороге вы заметите, что буквально через каждые 10 километров там татарское село, и оно находится прямо по дороге. Например, такое же село – это вот Мустафино, да, родина Муса Джалиля. Его предки были чемоданными татарами. Они исполняли ямскую повинность, то есть перевозили почту. А одна из привилегий, которую они получили за то, что они перевозили почту, их освобождали от рекрутской повинности. То есть они не несли рекрутскую повинность. И те татары, которые бежали на восток, в Башкирию или на запад Татарстана, вот современный, это бывший Мензелинский уезд Уфимской или Оренбургской губернии, или Бугульминский уезд Самарской губернии, да, они ведь тоже бежали для того, чтобы одна из то, чего они боялись, это рекрутская повинность. Вообще это для крестьянина было одна из страшных таких вещей, потому что главное для крестьянина был сын, вы понимаете, да? По сыновьям, по мужскому полу в селах делилась земля. Если в семье рождалось 7 девочек, то это была трагедия для семьи, потому что земельный надел был только у отца. Вот. И вот с этого маленького земельного надела он должен был выкормить всю эту семью. Ну, а если рождалось 7 сыновей, то это была огромная радость, потому что именно по этим 7 сыновьям, собственно говоря, земля и делилась. И вот когда у тебя вырастает сын до 20 лет, и его государство забирает, не давая ничего взамен, то это была трагедия, да, для этой семьи. Поэтому рекрутской повинности старались избегать. Ну, об этом уж много, наверное, написано, вы, наверное, об этом знаете. Собственно говоря, то, что татары бежали на восток, это большую роль в этом сыграла не только там политика, допустим, христианизации, да, но и вот желание избежать рекрутской повинности. А когда люди вступали в сословие
башкирцев, мещеряков, типтярей или казаков, да, оренбургских или уральских, то, собственно говоря, над ними переставала давлеть вот эта рекрутская повинность. Если мы говорим уже приближаясь как бы в Отечественной войне 12 года, мы тоже скажем особенности формирования этих полков, то татары в регулярных полках, они, если мы смотрим по документам, они были как скажем, в каждом полку было их немного. Это была традиция с 18 века, что инородцев не должно было быть в полку более 25%. Инородцами имелись в виду другие народы, кроме как великороссы, малороссы и белороссы, они считались вместе. То есть вот они должны были составлять 75% полка, а инородцы должны были быть не более 25%. Вот. И поэтому они были раскиданы вот по таким небольшим частям. Но как мы их находим? Их ведь тоже сложно найти. Есть, во-первых, это архивный поиск, когда мы ищем или в Российском государственном военно-историческом архиве послужные списки, допустим, или это местные архивы, когда мы ищем документы вернувшихся в отставку, вышедших в отставку солдат. Ну и еще один момент – это истории полков. В революционной России это был очень такой развитый жанр. Каждый полк имел свою историю, старался иметь свою историю, описали, и кого-то помещали. Награжденных. И вот среди награжденных мы находим татарские фамилии, и понятно, что никого другого, никакой другой мусульманский народ не призывался, не подвергался рекрутской повинности. Если мы видим там нижнего чина, награжденного знаком отличия военного ордена Святого Георгия или Георгиевский крест, да, как его позже начнут называть, то понятно, что перед нами, собственно говоря, татарин. Кроме солдат, мы видим, что были и офицеры. Они были немногочисленные, их было не так много, потому что только еще в конце XVIII века Екатерина II указами 80-х годов XVIII века позволяет, во-первых, принимать татарских мурс в офицерскую службу, присваивая им чины не выше премьер-майора, и возрождая татарское дворянство. Да? Их было немного, но все-таки они были. В литературе отмечаются. В основном татары служили в егерских полках. И вот участвовали в Бородинском сражении тоже поручик Кутламаметьев, допустим, он был ранен. Есть информация про погибших двух татар, которые ростовского полка защищали Шавардинский редут. Тоже мы об этом нашли информацию. В Казани, более всего известно, речь идет про ополчение. Ополчение набиралось, конечно же, войска ополчения набирались помещичьих крестьян, но не только. Еще одна категория, которая могла входить в состав ополчения, это ремесленники и мещане. И вот здесь, да, есть факты, да, что татары тоже участвовали в ополчении в качестве сословия мещан. Они входили туда по своему собственному желанию. Но говоря о ополчении, мы должны иметь в виду, что ополчение ведь оно набиралось за счет самих. И здесь огромную роль сыграло татарское купечество. Только говоря о казанском ополчении, оно внесло более 8 тысяч рублей на обмундирование ополчения казанского. Но еще есть другой момент, то, что когда случилась война и когда вышел указ императора о созыве ополчения, большая часть казанских, и не только казанских, татарских купцов, она находилась в этот момент в Нижнем Новгороде на Макаринской ярмарке. И вот эти купцы, которых застал этот указ и застала война на Макаревской ярмарке, они из своих средств там внесли около 5000 рублей на Нижегородское ополчение. Это тоже документально зафиксировано. То есть также есть данные по Пензенскому ополчению, где, собственно говоря, татары-мишары современной Пензенской области и Мордовии тоже вносили свои средства. Ну, там, конечно, не так много, потому что вносили средства крестьяне. Эта война, она ведь явилась еще и определенным социальным лифтом, о нем мы тоже с вами поговорим. Почему? Потому что дала возможность, во-первых, татарским князьям и мурзам подтвердить свои, так скажем, дворянские привилегии, да, то есть вступив офицерами или выслужиться из нижних чинов, да, а для рекрутов, проявив героизм, они могли тоже выслужиться в офицерские чины и получить дворянство. Тоже такая очень интересная тема, немного мы отойдем.
в Казанскую дворянскую книгу было записано 9 родов, 9 татарских родов. Никто из них не получил, вернее, никто из них не был мурзинского или княжеского происхождения. В Казани была очень сильная русская дворянская корпорация, которая как бы не пожелала впускать сюда татарских мурз и дворян, хотя 2000 человек подали заявление о восстановлении своего дворянства, но в итоге никто из них по своему происхождению не смог попасть в эту дворянскую книгу. А вот эти 9 родов, кто же они такие? Практически все это люди выслужившиеся, получившие потомственное дворянство или по офицерскому чину, или по ордену. Все эти практически рода, из них, по-моему, небольшая только часть это выслужившиеся по гражданской службе, большинство из них это люди, выслужившиеся по военным чинам попадали. И вот все они практически приходят на начало 19 века, то есть вот это явилось определенным социальным лифтом, когда бывший крестьянин, да, ну это вот давайте назовем, чтобы уж не быть голословными, да, это род Саиновых, род Вагимовых, род Ермухаметовых, род Алеевых. Вот эти рода – это бывшие рекруты, бывшие или солдатские сыновья, да, которые тоже пошли в армию, или набранные вообще из крестьян, да, которые были взяты в рекруты, служили в армии, проявили героизм, были повышены в чинах и вышли в отставку в офицерском чине, который до первой половины 19 века, ну, вот эти небольшие чины, они позволяли еще войти в состав потомственного дворянства. Вот, то есть вот такой интересный факт. А если мы посмотрим на окраины империи, то там чуть-чуть по-другому было. В Пензенской губернии татарские князья и мурзы, они смогли доказать свое состояние. Еще проще было доказать свое мурзинское и княжеское происхождение в Оренбурге. Почему? Потому что корпорация дворян там была очень хилая, слабая. Ну, Оренбургский край был мало заселен. И местная дворянская корпорация, она была заинтересована в увеличении своего числа. И поэтому не было с их стороны никаких препятствий по происхождению. То есть это татарские мурзы, князья или это польская шляхта, им было как бы все равно. Они были заинтересованы в увеличении своего количества. Ну и вот большое количество татарских дворян, князей и мурз именно из Пензенского края, из Рязани, вот, из Рязанской губернии, два брата Давлеткильдеевых, Асфандияр, Давлеткильдеев, да, они служили или в регулярной армии, или в войсках ополчения. И все это тоже позволило им подняться, получить чины. Некоторые из них были без чинов, то есть были как бы мурзы и князья, которые вступили в армию, но не имели чинов. И вот благодаря войне 12 года они, собственно говоря, получили воинские чины, ордена и такой вид благодарности, как монаршее благоволение. Ну, это что-то вроде как сейчас, наверное, если президент России благодарность объявит, что-то такой тоже вот вид в документах прослеживает. И больше всего татарских офицеров служило в Пензенском ополчении, понятно, да, то есть это вот Мишарский край, там, где как раз жили у нас бывшие служилые татары, это рода Мамлеевых, Муратовых, Сафаровых, вот они зафиксированы в документах как получившие за эту войну воинские чины прапорщиков, подпоручиков, поручиков. Небольшие, но все-таки обер-офицерские чины, которые позволяли при выходе в отставке закрепиться в дворянской книге. Ну или дальше выйти на гражданскую службу. То есть вы знаете, что по табели о рангах чины были уравновешены, и можно было с одним чином переходить, из военного чина переходить на гражданскую службу со своим чином, то есть было равенство в чинах. Ну вот, собственно говоря, перед вами тоже вот очень хороший источник, я вам советую, это Висковатов. Те, кто интересуется, целый альбом с его стороны был составлен. Это униформист, то есть человек, интересующийся формой. И вот благодаря его стараниям мы смогли сохранить, у нас есть представление, вернее, как выглядела форма тех или иных войск. Вот перед нами как раз пешие конные
воины Казанского и Вятского ополчения. Если говорить о других губерниях, то там тоже выслуживались, но не так много. Почему-то вот именно из Казанской губернии, видимо, из-за того, что именно отсюда было довольно много рекрутов взято, то здесь больше всего родов выслужилось. Например, из Уфимской губернии, где также жили не только татары, типтяри, мещеряки и так далее, но и ясашные татары, которые тоже, соответственно, подвергались рекрутской повинности. Мы знаем только один такой случай. Это штабс-капитан Алюк Батыршин из села Аллагуватово. Сейчас это село входит в состав города Салавата. И вот он, будучи взятым в рекруты, выслужился, проявил героизм и вышел в отставку в чине штабс-капитана. Позже перешел на земскую службу, когда вышел в отставку, а его сыновья Искандер Батыршин – это известный востоковед, который переводчик, толмач Оренбургской пограничной комиссии. Вот это родоначальник этого рода, это как раз Алюк Батыршин, который был простым рекрутом. Говоря об ополчении, вот как больше всего татар было в Пензенском ополчении, в Казанском ополчении татарских офицеров не было вообще. Далее, но, конечно же, наиболее интересная тема – это иррегулярные войска воинов типтярских полков. Да. Кто такие типтяри? Типтяри – это такое очень интересное сословие татарское, преимущественно татарское, не только татарское, да, то есть, например, все марийцы, которые живут в Республике Татарстан на востоке республики, в Актанышском районе, Мензелинском районе, Муслюмовском районе, они все, и на западе Башкортостана, это Мишкинский район, там много марийцев живет, да, вот они все тоже входили в состав типтярского сословия. То есть это люди, которые явно ушли, опять-таки, из-за Казани, да, переселялись на территорию так называемой Башкирии в тот период и брали землю у вотчинников. Одна из версий происхождения понятия типтяри – это от слова «дефтер» – тетрадь. Якобы в тетрадь записывались вот их будущие налоги, то есть их повинности. И вот этих людей, которые селились на вотчинных землях, в конце XVIII века переводят в коннослужилое такое казачье сословие, и из них формируются два полка. Первоначально полк назывался Уфимский казачий, а потом он был разделен на два, и получился первый и второй типтярские полки. Оба этих типтярских полка воевали в войне 12 года и в заграничных походах. Также это позволило некоторым офицерам этого полка выслужиться и получить дворянство. Например, один из таких родов – это род Муратовых, который как раз выслужился в этот период войны 12 года. Типтярские полки, 200 второго типтярского полка принимали участие в Бородинском сражении, и оба полка закончили свой боевой путь в Париже. То есть их чины были награждены медалями за взятие Парижа. Типтярское сословие и позже как бы оно продолжало свою службу. В 40-е, до 40-х годов их объединили, два полка объединили, назвали его Первым Оренбургским полком. В 1855 году типтярское сословие было влито в состав башкиро-мещерякского войска, и войско башкиро-мещерякское было переименовано в башкирское, просто башкирское войско, а, соответственно, типтяри переименовали в Новобашкир. И вот этот факт, он очень вызывает определенные политические, так скажем, пересуды, да, то есть на основе того, что вот теперь люди начали называться башкирами, некоторые наши уфимские коллеги делают вывод, что как бы переносят это с сословного признака на национальный. Не говоря уже, собственно говоря, о башкирах. Форма одежды, это чуть поздний период, 20-30-е годы, когда еще существовали типтярские полки. Еще одно сословие, которое приняло участие в войне 12 года, это, собственно говоря, башкирцы. Тут нужно разделять башкирский народ как нацию, да, и башкирцы как сословие. Понятно, что башкирцы как сословие были вотчинниками, и очень большое количество людей желало перейти в это сословие для того, чтобы пользоваться всеми теми благами, которые это сословие представляло. Да? То есть, что такое вотчинник? Представляете, что человек был бывшим государственным крестьянином, ясашным крестьянином, который жил и работал на государственной земле, с которой он ничего не мог сделать, и вот судьба ему улыбнулась, он
переселяется на восток и смог записаться в ряды башкирцев-вотчинников, да, то есть, то есть земля уже становится вотчиной, а вотчины можно и продавать, и сдавать в аренду и так далее и тому подобное. То есть тут, поэтому это сословие было привилегированным, и многие туда хотели записаться. И тоже мы в исторических источниках находим большое количество подтверждений этому, что записывались туда и казахи, и пленные турки туда вот переводились, тоже есть такой этот прецедент. Несколько марийских деревень, несмотря на свою национальность марийцы, они числились башкирцами. То есть желание перейти в это сословие было большим. И, соответственно, они должны были за эти свои, так скажем, привилегии служить. Служба была и у типтяр, и у башкирцев, да, она по Оренбургской линии проходила, но вот в период военных действий из них набирались полки. Если в типтярском случае это было всего 2 полка, то от башкирского сословия было выставлено большое количество полков. Не все из них принимали участие. Около 20 полков было выставлено. Но вот полки, набиравшиеся на территории Татарстана, башкирские, да, из башкирцев, они приняли участие в боевых действиях. Это 5-й башкирский полк, например, который собирался как раз на территории 11-го башкирского кантона, а этот кантон совпадает с современным Мензелинским уездом. Вот он принял участие, и один из офицеров этого полка, Ибрагим Бекмурзин, из села Ирканяш Мензелинского района, так получилось, что он ходил в зауряд чинах, то есть недействительных чинах, и его со своей командой приветил Барклай де Толле. Он взял его в свою свиту. Так это было модно в тот период, чтобы из разных народов у тебя была военная свита. И вот он с ним прошел всю войну, закончил ее в Париже и был удостоен чина поручика и ордена Святой Анны IV степени. Соответственно, вернулся на свою родину и также получил дворянство для себя и для своих детей. Был записан в дворянскую книгу Оренбургской губернии. Вот, а село, соответственно, полностью татарское, Ирканяш Мензелинского района. И вот мы сейчас чуть-чуть перелистнем. Удалось в 30-40-е годы была перепись ветеранов, кто еще оставался жив в башкирском войске. И вот мы видим, что для 11-го кантона башкирского, который совпадает с Мензелинским уездом, было, видите, им уже всем по 50 лет, это все бывшие ветераны, 40-50 лет, те, кто был вызван и кто находился в армии. И мы видим тех, кто участвовал. И если посмотреть на некоторые названия сел, да, то очень интересно. Сами они башкирцы, но село, допустим, например, татарские буляры, да, это Татбуляр Муслимовского района, или татарская Мушуга Мензелинского района, или татарские Сугсу Актанышского района. То есть нам нужно четко отделять в данном случае национальность от сословия. Ну, большой список, и поговорим про другое сословие, который также принимал участие, это мещеряки. Тоже очень их интересное происхождение. Кто такие мещеряки? Понятно, что речь идет о татарах-мишарях, да? Вот, но не каждого татарина-мишарина называли мещеряком. Вот это название и это сословие закрепилось только за теми, кто переселился на территорию современной Башкирии. Если татарин-мишарин остался в пределах Чистопольского района, а как он там оказался? То есть, опять-таки, мы возвращаемся назад. Татары-мишари – это служилые татары. Они все принадлежали к сословию служилых татар. И они их переселение на новую территорию, оно было связано всегда со службой. То есть вот если мы смотрим Ульяновскую область, татары-мишари живут, да, Дрожановский, Буинский, да, то есть Чистопольский, это вот Аксубаевский, Черемшанский, да, это все территории, где раньше как бы еще в середине 17 века проходила старая Закамская линия. То есть они
Да, засечная черта, так называемая, да. То есть вот они по ней переселялись. Ну и в XVIII веке они тоже появились в Башкирии не случайно, не просто так правительство им давало земли, да. То есть они подавляли башкирские восстания, которые были очень проблематичны в XVIII веке. И, собственно говоря, за это получали свои и земли, и привилегии. И даже получили вот свое собственное сословие. И вот также в войну 12-го года из этого сословия было создано два полка, первый и второй Мещерякские полки. Если первый Мещерякский полк, он не принимал участие в войне, а был оставлен в сожженной Москве, и нес там полицейскую службу. Причем нес полицейскую службу до 1817 года. И это единственный полк, который получил пополнение за период этих войн. Почему? Потому что была очень большая смертность среди мещеряков. Историки объясняют это тем тяжелой акклиматизацией и постоянными болезнями. Именно из-за простуды и, видимо, из-за смены климата была очень большая смертность, причем это не боевые потери, получается, да, и вот 100 человек они потеряли умершими, и 100 человек им пришло пополнение. Ни один из тептярских, башкирских полков, они не получали пополнение в эту войну, то есть вот как уходил полк, а конный полк, казачий полк, это в составе примерно 500 человек, вот как бы этим составом они, собственно говоря, и воевали до конца всей войны. А вот второй Мещерякский полк, он действительно принял участие в военной кампании, и также два офицера у них получили действительные чины, позволившие им потом получить дворянство. Они также, второй Мещерякский полк, он также закончил войну в Париже. Есть такие сведения, потому что чины этого полка, они были награждены медалями за взятие Парижа. Медаль выдавалась намного позже, чем сама военная кампания в 20-30-е годы. Также татары принимали участие и состояли и в казачьих войсках. Это Уральское казачье войско и Оренбургское казачье войско. Но тут тоже есть свои особенности. Опять-таки, в Оренбургском казачьем войске состояли как татары-мусульмане, так и православные татары-казаки, которых мы сейчас принято называть нагайбаками. Нагайбакская крепость – это село есть до сих пор. Оно находится на границе с Татарстаном, в Бакалинском районе Башкортостана. Вот, первоначально они были переведены еще в начале в первой половине 18 века в казачье сословие, и первоначально они несли службу вот в этих крепостях на территории Башкирии во время подавления башкирских восстаний. Но потом, когда уже была сделана Оренбургская пограничная линия, и как бы здесь все более-менее утихло, как бы необходимость в них отпала, и их переселяют на территорию современной Челябинской области, там, где как раз и проходили вот эти вот границы Российской империи по тому периоду. И вот они поселяются Челябинской области, села Париж, Фершампенуаз, они как раз говорят о том, что их прадеды участвовали в этой войне и оттуда принесли эти названия. Как бы, да, то есть если вы забьете в интернет, посмотрите, то село Париж, да, которое является районным центром, там продолжают жить потомки нагайбаков, сами нагайбаки. Говор у них абсолютно такой же, как на востоке Татарстана, так называемый мензелинский диалект татарского языка. Вот что говорит о общем происхождении. Вот. И вторая часть татар, которых воевала в Оренбургском казачьем войске, это так называемые бывшие татары Сиитова Посада. Это ныне село Татарская Каргала, которое буквально уже соприкасается с городом Оренбургом. Эта история известна, я думаю, вы ее знаете, что для торговли со среднеазиатскими странами в первой половине XVIII века выходцы из Сабинского района преимущественно были переселены вот туда, ближе к Оренбургу. Они получили тоже определенное свое сословие, так называемые торговые татары, которые занимались исключительно торговлей со Средней Азией. Почему это произошло? Потому что по понятным причинам русским купцам был закрыт доступ в эти среднеазиатские государства, да, исламские государства, но это не было закрыто для татар. Собственно говоря, поэтому татары и стали таким посредниками в торговле, ну и сами, собственно говоря, сами торговцами. И вот их в конце XVIII века переводят в казачье сословие. Не только их, там в Сакмарском районе до сих пор есть татарские села, чьи предки были оренбургскими казаками. В Солилецком районе есть 2 села, по-моему, насколько я знаю. Вот. Ну и они тоже по оренбургской линии
разбросаны. И вот татары из Оренбургского казачьего войска воевали в Третьем Оренбургском казачьем полку и в Атаманском полку. Татары-мусульмане. К сожалению, по Уральскому казачьему войску, бывшему яицкому, таких данных нет. Хотя там тоже 5% составляли мусульмане, то есть татары. Но их этническое происхождение было разным. Например, есть татарская династия офицеров Уральского казачьего войска, Нуралины, да, но происхождение у них казахское, то есть это от одного из султанов Малого Джуза, Нур-Али, вот, Нуралины произошли, но в итоге они отатарились и являлись офицерами Уральского казачьего войска. Хотя первоначальную основу Уральского казачьего войска составляли тоже новокрещенные мещеряки и вообще мещеряки, то есть мишари, татары-мишари. Ну, в казачьем компоненте, тюркский компонент в казачьем населении, он всегда был сильный. Это тоже необходимо отметить. Еще две категории татарского народа, этнотерриториальные единицы, да, то есть это крымские татары и польско-литовские татары. Мы о них тоже должны сказать. Если говорим о крымских татарах, то крымские татары выставили, еще до войны из них формировались крымские дивизионы, возглавлявшиеся татарскими мурзами, но на войну 12 года они выставили 4 конных полка. Все они также приняли участие в этой войне, и как льготу на них не была распространена, то есть они еще не так давно вошли в состав Российской империи, естественно, в тот период на них пока не распространялась рекрутская повинность, а вот за такое усердие, за такое рвение, что они из своего собственного состава выставили 4 полка, соответственно, снабдили их оружием, конями, офицеры были из своего состава. За это Александр I освободил их от рекрутской повинности, и они долгое время выставляли только один из эскадронов конвоя императора, то есть это были лейб-гвардии полки, так называемые, которые составляли конвой собственного императорского величества, и вот один из них был крымско-татарским. Часть этого конвоя, часть, вернее, этих крымских татар позже она находилась в Крыму, и они вот менялись. То есть год эскадрон находится в Санкт-Петербурге, потом его меняет другой эскадрон, да, то есть вот такая была воинская служба. Крымские татары, не подвергались рекрутской повинности. И все благодаря героизму своих предков, которые прошли войну 12 года и заграничные походы. Из среды крымских татар, командовавших как раз крымскими полками, вышли генералы, в том числе это генерал Болтуков, очень известная династия потом будет крымско-татарских офицеров в Российской империи. Ну и дальнейшая история тоже очень у них интересная. После того, как отменили вот это вот собственное его императорское величество конвой, из крымских татар был сформирован конный полк. Этот полк считался регулярным, то есть он нес регулярную службу, но татары призывались только туда. Сами понимаете, конный полк, это опять-таки 500 человек. Это для всего крымско-татарского населения это была очень хорошая льгота, что из них был выставлен только один полк. Шефство над этим полком позже взяла императрица, и он так и назывался конный, и его императорского величества императрица Мария Федоровна полк. За счет населения были выстроены казармы крымско-татарского населения этого полка, и даже полковая мечеть была в Симферополе. На старинных фотографиях она еще сохранилась. Еще одна категория татар – это территориальная группа, это польско-литовские татары. О них мы знаем меньше всего, но это очень привилегированная часть татарского населения, я бы сказал. Это потомки хан Тохтамыша. Если мы говорим о распаде Золотой Орды, и мы часто упоминаем о том, что большое количество русских дворян имеют татарские корни. То есть почему это происходило? Это происходило в период распада Золотой Орды, когда татарские князья, мурзы уже не видели себя в составе вот этого государства, которое буквально разлагалось, распадалось, да, они искали для себя новых сюзеренов, и они уходили. Да, большинство из них ушло в Московию, так скажем, да, и поступило к русскому царю. В итоге они обрусели, крестились и так далее, да. Но не только к московскому царю они уходили в том числе и в Речь Посполитую. Они уходили в Турцию, в Крым уходили, да. И вот те, кто ушел в Речь Посполитую, они были также благодарно приняты, так же, как и московским
князем, да, так как воинская служба была у них в крови, соответственно, и им были выданы вотчины, даже такое вассальное княжество недолго существовало, Джигалдайское так называемое. Вот. И вот с тех пор они остались на территории современной Белоруссии, Польши и Литвы. Называются они польско-литовскими татарами. И если мы говорим о нашем периоде, то конец XVIII века – это не только завоевание Крымского ханства, это еще и разделы Польши. В результате 3 разделов Польши большое количество вот этих польско-литовских татар, оно как раз отошло к Российской империи, эти территории. И что же с ними делать? В Речи Посполитой они все обладали шляхетскими правами, то есть дворянскими правами. И российская императрица Екатерина II сохранила за ними эти права и сохранила за ними право воинской службы. Соответственно, из них формируется полк. Он менял свои названия, назывался Пинским полком, татарско-литовским полком, но в итоге он утверждается как татарский уланский полк. Само понятие уланы, вы понимаете, да, которое пришло в российскую армию из польской армии, а в польской армии оно возникло благодаря, собственно говоря, татарам. Тут такие уланы, это татарское слово оглан, да, то есть сын. Вот такая метаморфоза, да, татары, которые переселились в Польшу, создали вид войск, который позже был перенят, так скажем, Российской империей. И вот этот татарский уланский полк, он принял полное участие в Отечественной войне 12 года. Огромное количество офицеров и солдат было там награждено. Вообще показал себя изумительно. Участвовал в битве народов. 3 дня буквально находился в этой битве, и дальше заграничные походы он уже продолжать не мог, просто из-за того, что было большое количество в нем убитых и раненых, проявил просто чудеса героизма, но это сослужило для польско-литовских татар очень хорошую службу. Если мы посмотрим на дальнейший период, на период Российской империи, то мы с вами увидим, что абсолютное большинство генералов из татар – это польско-литовские татары. Они имеют не совсем привычные для татар имена, допустим, могли быть и Иваном названы, да, но при этом исповедовали мусульманскую религию. Дело в том, что польско-литовские татары еще в 17 веке они потеряли свой родной язык, но сохранили в себе память как о татарах, и оставались мусульманами преимущественно. Вот. За ними была даже закреплена такая льгота, которая была непозволительна, допустим, для крымских или наших казанских, поволжских татар Мурс, да, они имели право иметь крепостных христиан. То есть вот такая льгота у них существовала. То есть так как они это имели еще и в Речи Посполитой, им это не запрещалось, то и здесь в качестве исключения это им было позволено. И вот именно из их среды вышло очень большое количество как офицеров, так и генералов татар, и русская дворянская военная элита их признавала за равных себе. Они учились в кадетских корпусах. Именно среди них было большее количество выпускников, можно назвать много таких династий, Тугай-Мирза-Барановский, да, или тот же самый Юзуфович, да, который возглавлял штаб туземной дивизии, да, период Первой мировой войны. Из их числа, допустим, Александр Лебедь, польско-литовский татарин, мусульманин, первый татарин, который был военным летчиком. Первую мировую войну геройски погиб и посмертно получил орден Святого Георгия 4 степени. И говоря о польско-литовских татарах, их участии в войне 12 года, не забудем сказать о том, что не все польско-татарское население оказалось в составе Российской империи. Часть из них оказалась в так называемом герцогстве Варшавском, которое входило в состав империи Наполеона. И вот и в этом герцогстве Варшавском одним из татарских офицеров, Самуэль Улан его звали, этого татарского офицера, он создает татарский эскадрон, который входит в гвардию Наполеона. Наполеон тоже, как и все остальные императоры, любил показать, да, чтобы у него было, допустим, в гвардии мамлюки состояли, да, ведь он корял Египет в свое время, и этих мамлюков взял с собой. Вот они тут ходили, узнали, что такое русская зима, да, в России, эти мамлюки, татарский эскадрон. Причем он воевал до последнего в составе императорской армии, но как только война закончилась, рескриптом Александра I вот этот эскадрон, который воевал на стороне Наполеона, он был включен в один из уланских полков.
Как это могло произойти? Казалось бы, бывший противник, да, и вот их сейчас включают сюда. Причем им было дано право пройтись по всей вот этой территории, освобожденной территории Европы, полностью в своем обмундировании, со своими штандартами. А все просто решается, потому что они были дворяне. А как вы знаете, дворяне, они могли переходить из одной армии в другую в Европе, да, и это было нормально. Исторический факт, что и сам Наполеон мог в конце XVIII века попасть в российскую армию и быть российским офицером, но не состоялся по той причине, что он только закончил военное училище и получил низший офицерский чин, и выходит распоряжение, чтобы брать иностранных офицеров на русскую службу с понижением на 1 чин. То есть он отказывается от этой идеи, потому что он бы уже не был офицером. Но если бы так сложилась история, что он попал на русскую службу, может быть, как-то история повернулась бы обратно, но на истории, к сожалению, нет сослагательного наклонения. И вот все произошло именно так, как оно произошло.